пошел в первый класс, папа купил мне крутящийся стул на колесиках. Это такой чудесный стул. Во-первых, на нем можно кататься по всей комнате. Обычно я ложусь животом на сиденье стула, отталкиваюсь ногами от пола и качусь из одного угла комнаты в другой. Во-вторых, на нем можно крутиться, как на карусели. Я своего кота люблю так крутить, но ему это не нравится. А еще сиденье на этом стуле может подниматься и опускаться. Мне нравится сесть на стул, нажать на специальный рычажок и плавно подняться вверх. А вот вниз опуститься я не могу. Мама говорит, что у меня веса не хватает. Она садится рядом со мной, и мы вместе опускаемся. Ну вот, в один прекрасный день, когда папа был на работе, я решил снова прокатиться на стуле. А надо сказать, что папа не разрешает мне этого делать, чтобы не сломать колесики. Тут мама из кухни кричит: Ты домашку всю сделал? Да, А портфель собрал? да, А сейчас что делаешь? балуюсь. Мама, конечно, пришла посмотреть, как я балуюсь. Постояла, посмотрела и вдруг говорит: Дай-ка я тоже прокачусь. Она так же, как и я, легла животом на сиденье, тихонько оттолкнулась ногами. Но стул не покатился, а только чуть-чуть продвинулся вперед. Мама хихикнула, а я говорю ей: Ты посильнее, мама, толкнись. Она толкнула стул немного сильнее, продвинувшись еще на метр. А мне стало интересно посмотреть, как мама прокатится. Я уже сам распалился и ее подзадориваю. Сильнее, сильнее ногами толкай. Ну, давай, не бойся. Тут она так сильно и неловко оттолкнулась, что стул никуда не поехал, а с грохотом и с мамой упал на пол. Кот, который сидел в сторонке и наблюдал за нами, от испуга подпрыгнул до потолка и убежал. На шум прибежала бабушка и стала испуганно спрашивать: Что такое? Что случилось? Ответить мы не могли, потому что вместе с мамой хохотали, держась за животы. Это продолжалось довольно долго.